Welcome to Ingushetia. 欢迎来到印古时。Bienvenue à Ingushetia. Willkommen bei Ingushetia. Добро пожаловать в одну из самых живописных и гостеприимных республик на Кавказе. Прошлый год для Ингушетии стал успешным в плане развития туризма. За 12 месяцев наш край посетили более 120 путешественников, что на 20% больше, чем за 2021. Великолепной природой и множеством архитектурных памятников завлекает туристов Джейракский заповедник, Вовнушки, Эгикалт, Хабаирды и перевал Цейлом. Эмоции и впечатления гостей республики говорят сами за себя. Культурное наследие вкупе с природно-климатическими условиями – отличная основа для развития туристического комплекса. Большой упор был сделан на увеличение количества гостевых домов в горном районе и туроператоров. Свою работу начали с привлечения туристов, презентации региона в других городах России. Прошли знаковые событийные мероприятия. Это туристическая выставка МИД в Москве, это размещение баннеров, более 30 баннеров в Москве, тумб и всего прочего было размещено на территории города Москвы. И в течение 1,5 месяцев они размещались. Но куда же без главных мероприятий? В числе самых любимых фестиваль по бейсджампингу. В Ингушетии он проходил в 11-й раз. Смельчаки-искатели адреналина продемонстрировали мастерство и азарт. Точки отрыва экстремалов традиционно Цейлом и Столовая гора. Абсолютно разные экзиты, абсолютно разные линии, там, условия. Вот. Ну, в Мятлам прыгаешь в ущелье, сразу надо лететь, вот, и как бы полет короче, но и подход короче. От машин всего полчаса. Виды вообще шикарнейшие. Просто у меня большинство прыжков в горах сделано было в Италии. Честно говоря, здесь мне понравилось, ощущение вот этой мощи намного круче, больше. Ощущения от пейзажа в Ингушетии действительно незабываемые, и это подтверждает каждый турист. 2022 был полон событий, различные марафоны, гастрономические туры и велопробеги, в том числе и от башни к башне Тергим-Магаз. Мероприятие носило характер велопрогулки, хотя азарт и конкуренция присутствовали. Половина пути позади почти, как ощущение? Отлично, пока идем хорошо, в принципе, в темпе в нормальном. Да. Какие-то сложности были? Некоторые подъемы создавали, но в принципе пока все в рамках разумного, нормально. Планируете доехать до финиша? Обязательно. Сейчас в регионе действуют около 35 маршрутов, которые проходят как в равнинной части республики, так и в горах. Самые посещаемые пролегают в Джейракско-Асинском, историко-архитектурном и природном музее-заповеднике. Отличная поддержка была и для предпринимателей в сфере туризма. Речь идет о грантовых субсидиях. По национальному проекту «Туризм, индустрия, гостеприимство», который принят в этом году, Республика Ингушетия из 85 регионов получила, 21 регион получил данные средства федеральные, и мы осуществили конкурс для жителей, для предпринимателей Республики Ингушетия и разыграли 23 гранта, по которому на сегодняшний день осуществляется благоустройство туристических маршрутов, закупается оборудование, осуществляется и разрабатывается новый национальный брендовый маршрут. Этому поспособствовало освоение полученных субсидий от Федерального агентства по туризму в размере более 80 миллионов рублей, благодаря чему республику посетил крупнейший туристический агрегатор «Медиаразведка». В рамках пресс-тура журналисты, фотографы и блогеры познакомились с крупнейшими достопримечательностями республики. В мае прошлого года мы запустили проект «Медиаразведка», начали с Владивостока, и сейчас это 31-я медиаразведка за 1,5 года. Так был создан один национальный туристический маршрут, а также благоустроили 11 маршрутов регионального значения. А вот прорывом года в республике в этом году на экономическом форуме «Деловая Ингушетия» назвали курорт Арамхи. Также в этом году компанией Моспроект была разработан план планировки территории Арамхи. И в следующем году мы надеемся, что уже будет разрабатывать акционерное общество «Кавказ-РФ» проектно-сметную документацию. Сам проект утвержден, концепция утверждена на сумму 13 миллиардов рублей. И надеемся, что до 2030 года она будет реализована в полном объеме.
Арамхи привлекает туристов круглый год. В конце 2022-го открыли и лыжный сезон. Для отдыхающих здесь две трассы. Одна из них учебная, вторую же покоряют более опытные лыжники и сноубордисты. Дополняет все это живописные пейзажи. Мы приехали с Эльбруса, сейчас там все было закрыто, вот, и это была прям отдушина. Мы здесь вчера повзрывали пухлячок немножко, сегодня классно, уже успели скатиться. Прекрасный вид сегодня, солнце светит, горы, все вообще просто супер. Прекрасно. Во-первых, замечательная погода. Во-вторых, смотрите, какой вид. Не на каждом курорте такого встретишь. У нас вообще довольно большой опыт катания и в Европе, в Альпах, и на российских курортах. Ну вот, вид прекрасный. Хотел бы отметить отличную подготовку трасс. Совершенно не раскатана, можно прям очень скоростная трасса. Кстати, теперь гости и жители Джейрахского района могут любоваться видами Эрзии не только днем, но и ночью. Здесь установлена автоматическая система освещения. Благодаря датчикам света лампы включаются вечером и гаснут утром. Внутри комплекса подсвечено 8 боевых и 2 жилые башни. Всего установлено более 60 прожекторов. Данный проект был освещен многими туристическими информационными порталами, что благоприятно скажется на общей заинтересованности нашей республики и ее горной части и увеличит турпоток. Данный проект – это яркий концепт, который будет набирать обороты в развитии туристической инфраструктуры. Подобные проекты помогают подчеркнуть неповторимость архитектурных особенностей и отразить важные исторические периоды нашей республики. Не остается без внимания гостей столицы Ингушетия, город солнца Магас. Излюбленное место туристов со всех уголков мира – 100-метровая башня Согласия. Кстати, у ее подножия второй год подряд проводится уже традиционное для региона событие – гастрономический фестиваль, на котором организуют конкурс среди муниципальных районов на самый гостеприимный стол. В первую очередь такие мероприятия повышают туристический потенциал республики и популярность национальной кухни. В общем-то, все попробовали. Но самое любимое, например, моего ребенка блюдо – это чаплики с тыквой, вот, очень нравится. Вот. Ну, нам тоже нравятся чаплики с мясом. Вот. Дальше у вас вкусное блюдо ваше национальное, это мясо с галушками из кукурузы. Я здесь вообще первый день вообще в вашей республике, поэтому я с удовольствием сейчас познакомлюсь с вашей национальной кухней. Вот, и... Что-то ели из нашей национальной? Нет, еще только приехали, вот поэтому с удовольствием сейчас, я думаю, получу очень много приятных впечатлений, вкусовых в том числе, потому что сестра сказала, что кормят у вас здесь очень вкусно, в чем я и не сомневалась. Помимо этого, комитет уделил особое внимание так называемым связующим звеньям и провели профессиональные баталии. А еще конкурсы «Лучшая фотозона», «Лучшая малая архитектурная форма» и «Лучший по профессии фотограф». Снимки участников представили на выставке. Они в основном запечатлели природные и архитектурные достопримечательности региона. Каждое из мероприятий направлено на развитие туризма в Ингушетии. Участников было немало. Такие мероприятия важны в связи с чем? В связи с тем, что они являются двигателями и лицом туристической привлекательности Республики Ингушетия. Это фотографы, которые передают ту красоту нашей природы, красоту нашей архитектуры, красоту людей, людям, которые еще думают посетить Республику Ингушетия, и экскурсоводы, которые первые встречают и сопровождают наших туристов по Республике Ингушетия. Развитию туризма способствует и поддержка федеральных властей. Госпрограммы и проекты направлены на улучшение инфраструктуры туризма. Проводится работа по благоустройству участков для кемпинга. В 2023 году Комитетом по туризму запланирован целый ряд мероприятий. Комитет по туризму Республики Ингушетия желает в этом году счастья, здоровья, успехов и больших, интересных и впечатляющих путешествий. Хава Гагиева. Итоги года.